Улан Калыков уже 20 лет работает в дорожной сфере. Теперь он будет водить новый автокран. Спецтехника способна поднять груз весом в 30 тонн. По словам водителя, автокран незаменим при выполнении погрузочно-разгрузочных работ в строительстве и в других отраслях. Его не сравнить со старой техникой. Во-первых, большая грузоподъемность. Мы очень нуждались в таком автокране. Иногда приходилось брать в аренду, платить деньги. Мы рады, что теперь такой автокран поступил в наше распоряжение. В числе новой спецтехники есть все: автогрейдер, автокран, компактор, дорожный каток и резак-грузовик. В пользование ДЭП также поступила 180-тонная асфальтобетонная и камнедробильная установка. Из нее будет собран завод. В этом году у нас запланирован ямочный ремонт, гравийное покрытие дорог и асфальтирование. В 2023 году нам частично поступила спецтехника. Теперь вместе с данной новой техникой мы сможем ускорить нашу работу в разы. Наш автопарк полностью укомплектован. Нам пришли те машины, которых раньше не было. Их приходилось арендовать у частных лиц. В этом году государство нас обеспечило. Дорожники уже работают на новых машинах и подчеркивают их безопасность и многофункциональность. Напомним, в регионах продолжается активная работа по приведению автомобильных дорог в надлежащее состояние. Мы очень рады, что работу в новом году мы начинаем на новой спецтехнике. Уже 2 года подряд для дорожников закупаются специализированные машины, которые очень важны при строительстве и ремонте дорог. Раньше в областях практически не было новой техники. Теперь эта проблема разрешилась. Теперь наша задача – качественно работать. Сейчас в распоряжении ДЭП номер 35 имеется 45 единиц спецтехники. Машины работают на всех участках, включенных в титульный лист строительства, и за которые отвечает предприятие. В том числе это 20 километров дороги Балыкчы-Барскон-Каракол. Мадина Низамова, Джакшылык Чортонов, Татты Бюбюк, Кенджи Акунова, Эльтер, Иссык-Кульская область.